Республики Татарстан, конечно, для художественного руководителя оркестра, народного артиста России Анатолия Шутикова этот сезон был весьма и весьма плодотворным. Более 30 концертных программ маэстро представил на суд своей любимой, уважаемой публики. Это были самые разные тематические, разножанровые концертные программы с участием ведущих мастеров оперной, российской оперной сцены, с участием ведущих музыкантов-исполнителей нашей страны. А вот сегодня на заключительной программе концертного сезона, я думаю, мощным финальным аккордом прозвучит совместное выступление, совместный концерт Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан и Государственного камерного хора Республики Татарстан. И сегодня вы видите на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая около 100 музыкантов на одной сцене. Конечно, для вас прозвучат самые лучшие страницы советской песенной музыкальной классики, самые яркие впечатления, яркие эмоции в концертной программе «Эхо нашей юности». Итак, дорогие друзья, мы начинаем! Государственный камерный хор Республики Татарстан, основанный в 2007 году, отмечает свой 10-летний юбилей. Молодой талантливый коллектив, у нас он известен как участник значимых культурных событий и мероприятий, выступая и в городах Татарстана, и в Москве, Санкт-Петербурге, в Перми, других российских городах. За плечами этого творческого коллектива выступления в программах Пасхального фестиваля, международных фестивалей «Музыка веры», «Сотворение мира», кинофестиваля «Золотой минбар». В течение 10 лет Государственный камерный хор Республики представил масштабные музыкальные проекты, в том числе проекты совместно с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, с симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. А вот творческий музыкальный тандем с Государственным оркестром народных инструментов под управлением Анатолия Ивановича Шутикова имеет прекрасный многолетний опыт. И вот сегодня один из таких ярких, запоминающихся совместных концертных программ, кстати, возглавляет Государственный камерный хор Республики Татарстан, очень известный, авторитетный музыкант,
художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Миляушат Таминдарова. Композитор Александр Ключерев «Волжский вальс». Сменяют друг друга удивительные красочные оркестрово-хоровые картины, в которых слышится красота и ширь русских просторов, глубокие корни, многовековая история России, самобытный характер и сила народа, единение душ, все то, что включает в себя понятие «Родина». Музыка Александра Пахмутова и слова Николая Добронравова «Гимн земле». Солистка, народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова.
Александра Пахмутова, стихи Николая Добронравова «Горькая моя родина». Исполняет солистка хора Татьяна Цветкова. Александра Розенбаума «Деревянная судьба». Поет солист оркестра Айрат Шарафетдинов.
Не погаснет свет в небе лазоревом. Выйду на поле с росными зорями. В поле хлебное колосное. Застелю его солнечной скатертью. Будь мне ветер отцом, земля матерью. Белые березы сестрами. Застелю его солнечной скатертью. Отзовется свирелью вдали мостов. Журавель летит, одинокая баба за гумнами напевает дитю неразумному колыбельную. Понахлынет к сердцу грусть, светлым дождиком прольет. Сторона моя, ты Русь, детство верное мое, детство верное мое, тереканная судьба. Перехожена ты, переезжена, мать земля моя добрая, нежная, Бог еще насколько приняла. Рано сеять начнешь, поздно схватишься, ведь платить мы тебе не расплатишься, прячешь боль в лесах осиновых.
прозвучит фантазия на темы песен Евгения Радыгина в исполнении дуэта «Балалаек». Заслуженная артистка Республики Татарстан Ольга Вайсбекер. Заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Гришин.
продолжает программу песня Леонида Афанасьева на слова Игоря Шеферана «Гляжу в озера синие». Поет солистка хора Ксения Романова.
Ашанина. Песня о тревожной молодости. Солисты Айнур Касимов, Денис Денисов. Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная,
Да, творческое содружество Государственного оркестра народных инструментов Республики и Государственного камерного хора – это интереснейшие концертные программы, в числе которых программа, подготовленная специально к юбилею композитора Александры Пахмутовой, открывшая Международный фестиваль «Филармониада» в 2014 году. Очень я рада, что в богатом концертном репертуаре камерного хора есть прекрасные страницы, посвященные самобытной русской песне и песенному творчеству разных народов мира. Сейчас вы услышите песню из репертуара народной артистки Украины, певицы Тины Карл «Намалюю тобі зорі». Исполняет песню солистка хора Анна Кутепова. За дирижерским пультом художественный руководитель камерного хора Республики Татарстан, обладатель специальной премии за выдающиеся дирижерские способности на Международном хоровом фестивале в Праге Миляуша Тамендарова.
Александр Пинегин. Музыка из мультфильма «Князь Владимир». «Перышко». Исполняют солисты хора Денис Денисов, Ольга Махначева. Александра Пахмутова «Зачарованная даль». Солист Алексей Шадварин.
программы. Художественный руководитель Государственного камерного хора Миляуша Комендара.
народных инструментов Республики Татарстан завершает 79-й концертный сезон Татарской государственной филармонии. В следующем году мы откроем юбилейный 80-летний. 80-летие будем отмечать в следующем сезоне, и целая палитра абонементных циклов подготовила коллективы Татарской государственной филармонии. Со всеми абонементами вы сможете познакомиться и в кассах концертного зала филармонии, и на нашем электронном сайте филармонии. Первое отделение концертной программы «Эхо нашей юности» завершено. Антракт, дорогие друзья! Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан. Творческий коллектив, который всегда дарит своей публике, дарит людям радость и праздничное настроение. В богатом концертном репертуаре нашего оркестра немало музыкальных произведений, отражающих именно праздничную тему. Это праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича, праздник из балетной сюиты Валерия Гаврилина, Ронда на празднике композитора Рустема Яхина и увертюра «Русский праздник», которая написана композитором Александрой Пахмутовой в 1967 году, то есть полвека тому назад. Но по-прежнему это сочинение привлекает нас своей искрометной жизненной энергией, близостью к народному творчеству, традициям русской песенности и, конечно, мастерством оркестрового письма композитора. Александра Пахмутова, увертюра «Русский праздник». Исполняет Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, художественный руководитель и дирижер Анатолий Шутиков.
два ведущих творческих коллектива республики, которые часто являются участниками культурных программ всемирных спортивных чемпионатов. И вот в этом году, в июне месяце, в рамках Кубка Конфедерации в Казани состоится 3 концерта Государственного камерного хора Республики Татарстан в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. В этих концертах будет звучать самая разная музыка, и в том числе произведения татарских композиторов. Сегодня нашу программу украсит одна из жемчужин татарской вокальной лирики, романс Рустема Яхина на стихи Лябиба Айтуганова «Шанам». Поют солисты хора Ильдар Рахимов, Ксения Романова.
Пахмутова. Целая музыкальная эпоха. Именно ей удалось сделать из песен настоящие суперхиты, которые не подвластны времени и смене поколений. И сегодня в программе «Эхо нашей юности» звучат самые популярные песни Александра Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. Главное, ребята, сердцем не стареть. Солисты Айнур Касимов, Денис Денисов. Сердце не стареть, песни, что придумали до конца ночей. Куда-нибудь собрались мы об этот край таежный, только самолетом можно долететь. А ты улетающий рай самолет, сердце в своем сбереги. Под крыло самолета о чем-то поет зеленое море дойди. Летчик над тайгой, точный курс найдет, прямо на поляну поставит самолет. Выйдет беззнакомый, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой дорог. А ты улетающий край самолет, сердце в своем сбереги. Под крылом самолета дождем-то поет зеленое море дойди. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой, а не знаешь, дорогая, лёг нам таежный несколько часов. А ты улетаешь вдаль самолет, сердце в своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море дойди. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море дойди. Айнур Касимов, Денис Денисов. Герои спорта поет солист хора Александр Вилков. Будет небесам жарко, сложат на героев песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно.
шествуй на ним гордо, солнечный стремись над нами, ради красоты спорта, родины своей ради. Надо помечтать честно, надо жить на свете ярко, сложат для нас песни, будет небесам жарко. Солист Александр Демков. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы пришли к вам не просто так. Пришли, как всегда. У меня есть мечта. Я вообще очень люблю мечтать. И у меня есть такая заветная одна, глубинная мечта. Умираю, хочу, чтобы вся наша республика, самая певучая республика в мире, я считаю, запела наконец вся. Хочу дирижировать хором 45 тысяч человек. Около Казани-Арена 45 тысяч человек, и чтобы мы с вами пели песни. Сейчас мы будем созидать основу этого прекрасного коллектива. Сейчас будем петь вместе. Поначалу наше произведение называлось «Женские страдания». Но слово «страдания» нам не нравится, потому что мы себя позиционируем как очень, как сказать, такой оптимистический коллектив. Давайте назовем эту композицию «Женский». Сейчас мы для вас споем женская группа нашего хора. Мы споем для вас песни, которые вы точно все знаете. И сейчас мы с вами наступил момент, когда вы должны уже с нами петь, а я вами буду управлять, поэтому прошу всех до последнего участвовать. Все эти песни вы знаете. Итак, «Женская». Женская
заслуженный артист Республики Татарстан Вениамин Булыгин. Сочинения Александры Пахмутовой радуют яркостью, свежестью и русским национальным колоритом. Так говорил, так писал о композиторе ее наставник, учитель, композитор Виссарион Яковлевич Шабалин. А сама, кстати, Александра Николаевна в одном из интервью назвала себя внучкой Римского-Корсакова, творческой внучкой Римского-Корсакова, поскольку она продолжила в оркестровой музыке традиции русских классиков. Такова русская сюита, написанная Пахмутовой, кстати, в 23 года, сразу после окончания Московской консерватории, но тогда уже в ней раскрылся огромный мелодический потенциал, мелодический дар композитора. Итак, в исполнении оркестра звучит часть из русской сюиты «Хоровод».
нашей программе еще одна знаменитая песня Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Солист Айнур Касимов. Незнакомый прохожий, не твой взгляд, неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь смелые простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый май мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, что князь на земле не теряли. Оставайся, себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды
Юрия Елькина, скончавшегося неделю назад, скоропостижно. Соло на трубе будет играть его ученик, студент 4-го курса Казанской консерватории Илья Синицкий. Поет солистка хора Галия Газизова. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля. Юрию Елькину было всего лишь 38 лет. Навсегда в памяти нашей останется этот прекрасный музыкант, замечательный человек. Концерту
продолжает известная мелодия танго «Маленький цветок». Композитор Сидней Биши. Исполняет солистка оркестра Ольга Радушная. Победный май 45-го года, сквозь года и десятилетия мирной жизни, в сердцах миллионов людей и будущих поколений живет и будет жить благодарность и память за великую победу. Сегодня нас объединяет память, надежда, любовь и, конечно же, музыка. На сцене Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, художественный руководитель, маэстро Анатолий Шутиков. Государственный камерный хор Республики Татарстан, художественный руководитель Миляушата Миндарова. Звучит песня Евгения Птичкина на стихи Роберта Рождественского «Эхо любви», солист оркестра Айрат Шарафетдинов и солистка хора Ксения Романова.